прямом эфире Пятого канала итоговый выпуск событий дня. В студии Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Коротко о главном. Узбекистан прекратил подачу газа в связи со сменой собственников в Кыргызстане. Все тонкости контракта с соседями заранее не предусмотрели. Начались экстренные переговоры. Адвокаты потерпевших на суде по апрельским событиям разошлись во мнениях. Оправдать или осудить рядовых исполнителей приказа, вина которых напрямую не доказана. 94 коррупционные схемы в образовании. Размах коррупции в этой сфере члены Совета обороны назвали колоссальным. Академия образования спешно готовит новую методику обучения кыргызскому языку в школах. Национальная стратегия по языковой политике уже разработана. Южный регион Кыргызстана сегодня остался без природного газа. Как сообщили нашим журналистам в Волжском управлении газового хозяйства, Узбекистан прекратил подачу в связи с истечением срока контракта. Теперь предприятие «Узтрансгаз» должно будет составлять договор по поставке газа в Кыргызстан с компанией «Газпром». Руководство «Кыргызгаза» в данное время находится в Москве для решения этого вопроса, сообщили в газовом хозяйстве южной столицы. И добавили, что пока неизвестно, когда будет возобновлена подача голубого топлива. У нас договор был составлен между Кыргызгазом и Узбекистаном за первый квартал и до 15 апреля. И там в договоре было оговорено, что в связи с переходом в другую организацию, Кыргызгаз, будет останавливаться подача газа со стороны Узбекистана. Сейчас некоторые документы не завершаются со стороны «Газпрома». Ну, переговоры ведутся. В скором времени газ, наверное, этот вопрос решится и газ подадим. Лучше ошибиться и отпустить виновного, чем осудить невиновного. Такого мнения придерживается адвокат от потерпевших по делу о событиях 7 апреля Усунбек Джумансариев, выступая во время судебных прений. Адвокат отметил пробелы следствия, не позволяющие утверждать, что обвиняемые сотрудники спецназа «Альфа» и СГО действительно причастны к убийству демонстрантов. Многие сомнения в суде не устранены, и их необходимо использовать в пользу подсудимых, заявил Джумансариев. Однако с ним не согласились другие адвокаты. Джилдыз Азыкова и вовсе потребовала приговорить всех без исключения обвиняемых к высшей мере наказания. На суде побывала и наш корреспондент Хундус Джилдубаева. Защита потерпевших, которая на предыдущем заседании суда в знак протеста против позиции гособвинения покинула зал, сегодня взяла слово. Все адвокаты были едины в том, что верхушка бакиевского режима виновна в совершении тяжких преступлений. И ее вина доказана. Именно она отдавала преступные приказы по переброске спецназа сначала к зданию форума, а затем и к Белому дому. Команда «Открыть огонь» тоже поступала сверху. Вместо того, чтобы выйти из кризиса политическими методами, к примеру, сев за стол переговоров, бывшее руководство страны решило любыми способами защитить свою власть. Был создан оперативный штаб, которым руководил экс-премьер Данияр Усенов. Глава Кабмина не хотел вести переговоры, уходить в отставку, невзирая на эскалацию насилия, тем более. Указ президента был подписан примерно в 14:00 часов. А согласно стенограмме Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики от 7 апреля 2010 года, который проходил примерно с 11 до 12 часов дня, именно Данияр Усенов просил у депутатов об введении чрезвычайного положения по республике. Если с высшим руководством, беглым президентом Курманбеком Бакиевым, его родным братом, начальником службы госохраны Джанышем Бакиевым, премьер-министром Данияром Усеновым все предельно ясно, их вина полностью доказана, с рядовыми исполнителями приказов все намного сложнее. Позиции выступавших юристов разошлись в отношении оценки действий подсудимых сотрудников спецназа Арстан СГО и спецподразделения Альфа ГСНБ. Из-за пробелов, допущенных на следствии, ни один из трех адвокатов не смог точно сказать, кого конкретно ранил или убил тот или иной спецназовец. О том, что с крыши Белого дома в тот день велась стрельба, упоминали многие свидетели. Их показания были процитированы защитой потерпевших. Адвокат Чулбунбай Бачаева, среди прочего, обратила внимание суда на важный факт. В своих показаниях снайперы «Альфы» говорили, что производили выстрелы только по колесам БТР. Однако материалы экспертизы по исследованию колес бронемашины не находят следов от попадания в них 4 десятков пуль из снайперских винтовок. Выходит, спецназовцы стреляли куда-то еще.
Но поскольку баллистическая экспертиза пуль, изъятых из тел потерпевших, не нашла совпадений с оружием подсудимых, речь может идти только о предположениях. Это не считая выстрелов по бронемашине из гранатомета «Муха». Исходя из показаний самого Цегельникова, согласно показаниям свидетелей Шеркулова, Дунганова, Джонатбаева, тут мы видим, что все-таки производились выстрелы с БТР именно Цегельниковым. О том, что производились более 4 выстрелов и 5 выстрелов, говорят свидетели. О том же Дунганов подтверждает. Согласно показаниям Дунганова, он говорит, что 5 раз применяли гранатомет. Отдельно встал вопрос о вине подсудимого пулеметчика Сергея Цегельникова. Он и на следствии, и на суде не отрицал, что по приказу полковника СГО Дунганова стрелял из гранатомета по БТРу. При этом боец произвел всего 1 точечный выстрел по колесам бронемашины. После того, как гранатомет производил выстрел из гранатомета, очень много потерпевших получили в это время ранения. Некоторые свидетели говорили прямо, что, например, Кудырмаев, он говорил, что как видел, как стреляли из гранатомета в сторону БТР, он видел, как после выстрела примерно 20 человек получили ранения, 3 человека погибли. Ваша честь, я перечислила некоторые потерпевшие, которые получили осколочное ранение, находясь именно возле БТР. По моим данным, получили ранение 17 человек. И тут гособвинение говорило о 3-4 человек, с этим я не согласна. По моим подсчетам, это получилось 17 человек. Но из гранатомета в тот день стреляли и другие сотрудники СГО. Причем, согласно показаниям того же Цегельникова, выстрелы не поражали цель. Так что сомнения остаются. Впрочем, конкретных доказательств нет и по другим эпизодам. Таким образом, по показаниям многочисленных свидетелей и потерпевших, с крыши Белого дома производились выстрелы в отношении демонстрантов. Но, к сожалению, конкретные факты о том, кто из подсудимых попал в демонстрантов, материалом дела не подтверждаются. Со слов подсудимых, находящихся на крыше Белого дома, известно, что они получали команду стрелять, но команда якобы не исполнялась, что вызывает сомнения, которые не были устранены. Поэтому по принципу лучше ошибиться и отпустить виновного, чем ошибиться и осудить невиновного. Неустранимые сомнения необходимо обратить в пользу подсудимых. Однако не все адвокаты потерпевших придерживаются такого же мнения. Виновные должны быть наказаны, будь то высокопоставленные чиновники или рядовые исполнители. В конце хочу сказать, Ваша честь, мы очень надеемся, что приговор будет справедливый. Все-таки слезы матерей этих погибших детей, их души погибших, я думаю, не успокоятся. Особенно тоже тяжело и живым оставшимся, потому что они все-таки мужчины, они должны содержать свою семью, воспитывать детей. В материальном отношении тоже, а являясь инвалидом, на всю жизнь остались больными. И если в этом суде не будут наказаны виновные, я считаю, что это будет очень обидно. А адвокат Джилдыз Азыкова и вовсе высказалась коротко и ясно. Всех без исключения к высшей мере наказания. Завтра выступления адвокатов потерпевших завершатся, после чего слово возьмет защита подсудимых. Кудой Жулдубаева, Урмат Мамбиталиев, 5 канал. Добавим, что журналисты Пятого канала продолжают цикл расследований «Неизвестный апрель». Очередная серия посвящена предпосылкам, которые вызвали народный бунт 7 апреля 2010 года. Увидеть программу вы сможете сегодня в эфире Пятого канала в 20 часов 35 минут сразу после этого выпуска событий дня. Началась реализация первой фазы строительства альтернативной дороги «Север-Юг». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. В частности, началась подготовка к строительным работам на участке дороги из села Кызылджилдыз в село Арал. В настоящее время идет выравнивание дороги и срез горной породы. На место доставлена необходимая техника. Напомним, кредитное соглашение на $400 миллионов по финансированию проекта строительства альтернативной дороги «Север-Юг» подписано в сентябре прошлого года. В горнорудном секторе проведен ряд реформ, направленных на улучшение условий работы. Об этом премьер-министр Жомарт Атарбаев сообщил представителям горнодобывающей компании «Баграс Компани». Это предприятие занимается организацией переработки отходов хвостохранилища комбината «Макмал Золото» в Тагус-Тараусском районе Джалалабадской области. Открывая встречу, Жомарт Атарбаев заверил, что развитие отдаленных районов является приоритетной задачей правительства. Тагус-Тараусский район наряду с другими нуждается в особом внимании
государства и инвесторов. Также глава Кабмина отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии проекта компании. Инвесторы подчеркнули, что горнорудная отрасль требует большого количества затрат, опыта и времени. Работа эта возможна только при четком партнерстве с местными властями. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, чтобы уже с 1 мая запустить проект. Проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в горнорудной отрасли, обсуждали сегодня в ходе круглого стола, посвященного перспективам вступления в таможенный союз. Участники обсуждения, члены правительства и эксперты отметили, что экономическое сотрудничество с Россией и Казахстаном подстегнет рост отечественной экономики. Между тем, приоритетной отраслью остается горнодобывающая промышленность. Инвесторов в нее пока привлечь сложно в силу политической нестабильности. О том, какими могут быть выходы из ситуации, расскажут мои коллеги. Общаться в таком формате чиновникам, экспертам и журналистам становится модно. Максимальная открытость и разнополярность мнений. Говорили сегодня о путях развития экономики Кыргызстана. Тему круглого стола выбрали говорящую. Вместо политического переворота – экономическое чудо. Министр экономики Тимир Сариев подчеркнул, что стратегическая цель нашей республики – вступление в таможенный союз. Однако с некоторыми оговорками. Правительство добивается особых условий для Кыргызстана. А именно, члены таможенного союза должны компенсировать экономические потери. Там нужны будут нам определенные финансовые ресурсы для того, чтобы обустроить таможенные терминалы. И связаны с этим ряд вопросов, где нужны будут денежные средства. Они единовременные и в достаточно больших объемах для нашей республики. То есть речь идет свыше 300 миллионов долларов. Также идут переговоры о создании Кыргызско-российского инвестиционного фонда. Но это все в перспективе. Ведь вопрос вступления в экономическое сообщество пока еще на стадии переговоров. Независимо от участия в таможенном союзе, для Кыргызстана есть приоритетная отрасль экономики, которая сейчас является бюджетообразующей, а именно горнорудная сфера. Однако, как отметили участники круглого стола, инвестиции в эту сферу не идут. И ждать их не стоит до тех пор, пока государство не искоренит коррупционные схемы и не начнет защищать инвесторов. Мы сейчас разрабатываем концепцию программы регионального развития, потому что считаем, что одной из причин политической нестабильности как раз является то, что на местах, то есть наша вертикаль государственной власти, связанная с местными администрациями и акимами районов, они недостаточно ориентируются в ситуации, связанной с использованием природных ресурсов, расположенных на их территории. Мы, наверное, уже убеждены, что локомотивом поднятия нашей экономики должна являться горнодобывающая промышленность. По мнению экспертов, развитию добывающей промышленности мешает элементарная политическая нестабильность. Ни один инвестор не станет вкладывать средства в нашу экономику, пока считается нормой постоянные митинги, акции протеста и блокирование работы добывающих компаний. Так, австралийский инвестор уже приостановил работу в Баткенской области после акций местных жителей. Подобная ситуация и в Таласе, где сельчане выступали против казахской компании. Ну и действующий рудник Кумтор традиционно остается объектом постоянных нападок. Если бы у нас количество митингов в горнорудной отрасли составляло бы количество инвесторов, то я думаю, что мы были бы, наверное, самой развитой страной в плане развития этой отрасли на всем постсоветском пространстве. Пока мы, так сказать, видим, что отдельный населенный пункт решает и диктует нашей исполнительной и законодательной власти, должно разрабатываться месторождение или не должно. То есть получается, наши политики это называют, так сказать, парламентаризмом, а я думаю, что инвесторы это воспринимают как беспредел, анархию и другие, так сказать, негативными вещами это называют. По словам участников круглого стола, вопрос вступления Кыргызстана в таможенный союз требует пристального внимания. Ведь для нашей страны это большой рынок сбыта, который наверняка подстегнет развитие ряда отраслей экономики помимо горнорудного. Главное, чтобы инвесторы как отечественные, так и иностранные были защищены. Тогда будут создаваться и новые рабочие места, и решаться многие социальные проблемы нашего государства.
Недобор по налогам и таможенным сборам за первые 3 месяца в Кыргызстане составил 1 400 000 000 сомов. Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам министр финансов Ольга Лаврова. По ее словам, сейчас в бюджете неустойчивая доходная база. Сложившаяся ситуация грозит тем, что может не хватить ресурсов для выполнения обязательств по выплатам, подчеркнула Лаврова. По ее словам, сейчас Минфин использует остатки средств прошлого года и пытается найти дополнительные ресурсы. Срок завершения кампании по легализации доходов и имущества продлен до 1 июля нынешнего года. Соответствующий закон подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщает пресс-служба главы государства. Документ этот был принят Джохорку Кенешем Кыргызской республики месяц назад. Согласно внесенным изменениям, срок представления единой налоговой декларации по итогам прошлого года физическими лицами устанавливается до 1 июля. Продолжаем выпуск. Трагедия в Таджикистане. Селевой поток унес жизни 13 человек, жителей приграничного с Афганистаном уезда Одинобой Хатлонской области. Еще 2 госпитализированы. Полностью разрушены многие дома, большой мост, дороги, линии электропередачи и система водоснабжения, погиб скот. Всего в зоне стихийного бедствия находится 5 районов юго-востока Таджикистана. Правительство намерено рассмотреть вопрос выделения земельных участков для переселения семей, дома которых находятся под угрозой разрушения. Стихийные бедствия были спровоцированы обильными осадками. И сегодня президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Таджикистана Эмомали Рахмону. Цитирую: «Примите искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией в результате стихийного бедствия на юго-востоке Таджикистана, повлекшего за собой человеческие жертвы». Конец цитаты. Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. До конца недели в Кыргызстане будет довольно прохладно, сообщают синоптики. Пик похолодания придется на сегодняшнюю ночь. В долинных районах температура воздуха опустится ниже 6 градусов мороза. Такие заморозки крайне опасны для цветущих плодовых деревьев. Кроме того, осложнится работа автотранспорта и коммунальных служб, а также проведение сельхозработ. В последующие дни начнется постепенное потепление примерно на 1-2 градуса в сутки. 17-18 апреля в отдельных районах возможны осадки, но больше вероятность в предгорных, горных районах. Но температура воздуха существенно не изменится. Ночные часы в долинах 1,6 градусов тепла, а дневные часы в пределах 12-17 градусов тепла. По предварительным прогнозам до 19-20 число ожидается преимущественно без осадков. Начиная с 22 числа возможно опять в отдельных районах осадки. А температура воздуха, такие вот резкое понижение температуры воздуха пока не ожидается. Исполняющая обязанности вице-мэра Бишкека по вопросам социального развития назначена Айгуль Рыскулова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Напомню, в минувшую пятницу стало известно, что Айгуль Субакунова уволилась с поста вице-мэра столицы по собственному желанию. Новый вице-мэр Айгуль Рыскулова долгое время работала на руководящих постах в социальной сфере, была министром труда, главой Госагентства по миграции и занятости, министром социальной защиты. А вот кто займет освободившееся кресло начальника управления образования при мэрии Бишкека, пока неизвестно. Напомню, вместе с вице-мэром пост по собственному желанию покинула и глава этого управления Гульнара Тагаева. Причины этих отставок остались неизвестны. Между тем, по данным рабочей группы Совета обороны, коррупция в сфере образования Кыргызстана достигла колоссальных размеров. 94 коррупционные схемы в работе детских садов, школ, вузов и в самом министерстве. Результаты своей работы эксперты озвучили в минувшую пятницу. За что должно быть стыдно чиновникам и почему бесплатное образование детей встает родителям в копеечку, выясняла Карина Христова. Дошкольное воспитание в Кыргызстане – услуга дефицитная. Детских садов в стране всегда не хватало, и потому именно с них начинается коррупция в образовании. Детские сады вообще не подлежат контролю. То есть туда четко, ясно говорят: не лезьте. Детских садов мало, а деньги брали, будем брать, вам там, проверяющим, делать нечего. Там даже не пытаются скрывать
о том, что берут деньги, и вступительные взносы доходят до 20-30 тысяч сомов. Каждый месяц в бесплатном детском саду нужно платить от 150 до 800 сомов. Частные дошкольные учреждения, конечно, не дешевле, но это и не удивительно, учитывая, как сложно и дорого обходятся предпринимателям лицензии. Если сейчас начнут создаваться в большом количестве частные садики, которые будут делать альтернативу государственным, то, естественно, спрос в других садиках упадет. А левый доход, черный, он резко сократится. Поэтому в этих целях они вводят специальное лицензирование. Притом на лицензировании, как мы знаем, есть свои коррупционные схемы. А вроде как незаконных взносах за поступление ребенка в школу знает каждый родитель. Так, за то, чтобы попасть в престижную гимназию, приходится платить до 10 тысяч сомов. Существуют как бы параллельно фонды родительские дополнительные, и они считаются юридически как бы независимыми от школьной администрации. На самом деле они напрямую связаны со школьной администрацией, и без того, что вы не станете там финансировать эти фонды, вы не сможете своего ребенка не сдать в школу. Вот здесь и лежит основная как бы коррупционная схема, которую нужно и законодательно, и нормативно решать. Несмотря на то, что о коррупционной схеме знают даже в Министерстве образования, поймать за руку преступников почти невозможно. Ведь ни один директор никогда не станет лично собирать эти взносы. Подставляются в таких схемах просто учителя, невыгодные учителя. А деньги-то все равно идут не учителю. Деньги идут в руководство школы. Добровольные фонды, в которые родители сдают деньги каждый месяц, потому так и называются, что заставлять платить за бесплатное образование нельзя. Впрочем, закон ни для одной школы не помеха. 5-10% родителей, которые вообще не оплачивают. И правда, к их детям применяют там немножко гонения, придирки и так далее. Но эти родители не оплачивают, страдают за это их дети. А в итоге получается, что заставить платить закон не позволяет. Но при этом создают такие условия, что если не оплатите, будут проблемы. Точно так же незаконно заставлять детей покупать в школах билеты на различные представления. Делаться это может только на добровольных основаниях. В министерстве советуют, если уж отправляете ребенка в музей или театр, просто дайте ему деньги на покупку билета в кассе. Иногда за этим скрывается просто, скажем, интерес какой-либо организации, которая здесь приехала на гастроли, и какая-то сумма, например, просто как благодарность остается в кармане у администрации. При этом, по словам экспертов, многие школы получают очень большие средства от грантов и различных проектов, которые не проходят через бухгалтерию и оседают в карманах нечистых на руку сотрудников. Карина Христова, Андрей Заверухин, Пятый канал. В Кыргызстане наконец-то завершена разработка единой концепции развития государственного языка и совершенствования языковой политики. Обсуждение и принятие соответствующего документа, как ожидается, пройдет завтра с участием президента и более сотни экспертов. Сегодня наши корреспонденты уже попытались разобраться, чем программа отличается от прежних подобных проектов. Когда, по задумке авторов, все кыргызстанцы заговорят на кыргызском языке и какие методы собираются использовать авторы концепции, разбиралась Джибек Бегалиева. Чем национальная программа развития госязыка на ближайшие 6 лет отличается от остальных подобных с помпой презентованных, а потом забытых указов, постановлений, кампаний? На первый взгляд, практически ничем. 20 страниц печатного текста, целый список соответствующих мероприятий. Разве что набор чиновничьих штампов минимальный. Укреплять, развивать, повышать в документе предлагается немного по-другому. В этой программе мы впервые смотрим на проблему обширно. Несмотря на то, что как отдельный предмет кыргызский изучают почти 100 лет, общего метода его развития не было предложено до сих пор. Программа создана в рамках реализации прошлогоднего указа президента рабочей группой по совершенствованию языковой политики. В отличие от прежних программ, в новом документе упор делается не только на непосредственное обучение языку. Единый тест на знание госязыка, открытие целых факультетов со специальностями с кыргызским языком обучения. Если раньше госязыку только учили, теперь на нем будут вести лекции, писать научные работы. Сейчас мы обращаем внимание больше на практическое применение кыргызского языка. В первую очередь, чтобы этот язык был языком образования, языком культуры,
культуры, науки и, самое главное, коммуникации. Программа состоит из 3 этапов – подготовительный, основной и корректирующий. До 2016-го в стране запустят так называемый кыргыз-тест – аналог английского TOEFL. Тысячи кыргызстанцев пройдут экзамен в специальных языковых центрах. Спустя год уже обязательное испытание пройдут все госслужащие. Оценить и выдать сертификаты. Кто имеет соответствующий сертификат, тот, чтобы легко, то есть устраиваться может на муниципальной или государственной службе. Пока можно сказать, что уровни будут обозначаться буквами А, Б и С. А – элементарный, Б – свободный, С – владение профессиональной терминологией. По окончанию 2-го этапа к 2018 году работники госслужащие должны овладеть минимально. Граждане, для которых кыргызский является родным, уровнем С1 на кыргызском языке и Б2 на русском. Граждане Кыргызстана, для которых кыргызский язык не является родным, уровнем Б1 на кыргызском и Б2 на русском. Государственные и муниципальные служащие, независимо от их этнической принадлежности, должны овладеть одним из международных языков минимально на уровне А2. Это предполагаемый результат программы. Спустя 6 лет на языке Манаса должны заговорить все госслужащие и выпускники школ и вузов. Самоуверенности авторам программы явно не занимать. Хотя, несмотря на амбициозность проекта, отдельные эксперты все же верят в успех. Есть опасения, что и эта программа тоже может остаться нереализованной. Как и стимулирование для граждан, и главное для самих учителей. И еще, что немаловажно, подробно расписаны сроки и механизмы реализации. Просто на моем веку подобных инициатив я видел немало. Однако ни одна из них так и не была доведена до логического завершения. Например, согласно постановлению правительства, прошлой весной за парты усадили чиновников. Тысячи госслужащих по всей стране учили спрягать и склонять кыргызские слова. Параллельно открылись занятия для обычных граждан. Казалось, что слушатели курсов встанут в очередь, а учителей просто не будет хватать. Спустя год уже понятно. Паника была преждевременной. Бесплатные курсы по обучению госязыку оказались непопулярными. Эксперимент провалился. К примеру, в Национальном университете за 2-е полугодие попытались записаться на курсы всего дважды. Спустя год после подписания не реализован один из пунктов президентского указа о поощрении лучшего языкового центра. Несмотря на количество заявок, до сих пор не выбран автор наиболее эффективной методологии преподавания госязыка. Все эти неловкие моменты члены рабочей группы обещают учесть. Дюбек Бегалиев, Азамат Иманкаджаев, Ярослав Калиновский, 5 канал. Государственная методика обучения кыргызскому языку официально признана неэффективной почти 10 лет назад. С тех пор никаких коренных изменений основы преподавания государственного языка в школах и вузах не претерпели. На отсутствие методик обучения госязыку как неродному все время ссылаются и преподаватели, и чиновники образования. Тем временем в негосударственных учебных центрах и университетах новые системы обучения успешно внедряются и приносят свои результаты. За тенденциями методик изучения госязыка следили наши корреспонденты. Просторы кыргызского языка большинство школьников и студентов нашей страны осваивают по системе, разработанной еще в 1989 году. Конечно, за все это время десятки, а то и сотни преподавателей и профессоров презентовали массу так называемых новых методик. Очевидно одно, если методику за эти 20 с лишним лет и дорабатывали, в целом она осталась неизменной. Наша программа работает уже 10-15 лет, которые мы сейчас в школах пользуемся, да? Но это основан на методике грамматика переводного метода. Нам надо не только грамматико-переводный метод, нам надо коммуникативный метод обучения. А пока государство десятилетиями ломает голову над разработкой новых методов обучения, некоторые образовательные учреждения уже довольно успешно пользуются плодами своего труда. В университете Манас кыргызский язык как иностранный преподают уже 15 лет. Учебники и программу разрабатывали сами преподаватели. Многие занятия для студентов здесь ведутся на госязыке. Чтобы получить образование, русскоговорящим и приезжим из-за рубежа просто необходимо выучить язык. Приезжают они абсолютно не зная киргизского языка. И вот в течение целого года по 4 часа в день они изучают киргизский язык. И он поделен на 3 части. Это начальный этап, это средний, это самый высокий уровень. И на каждом уровне они осваивают 4 навыка овладения языком. Это письмо, это грамматика, письмо и грамматика, затем аудирование, слушание и понимание.
понимание, чтение понимания и говорение. Сделать что-то подобное сейчас только пытаются в Министерстве образования. К маю планируют завершить разработку требований на знание языка по 3 уровням. И только с сентября начнут обдумывать новую программу, писать новые учебники. Тем временем частные центры уже используют и подобные тесты, и программы. Уровневая методика остается новинкой только для государственных структур. Прежде всего, нам нужно знать, какая это аудитория. Если это ребенок, это будут картинки. Если это взрослая аудитория, смотря для чего, мы еще спрашиваем, какие у вас цели изучения, а вы зачем хотите изучать кыргызский? Если они говорят, у нас вот мы хотим писать научиться, мне не нужно разговаривать. Я, например, там, референт, да, или я секретарь. Или говорят, мне нужно судебный процесс вести, у нас судьи приходят. Значит, у них должны быть разговоры, значит, у них должна быть лексика определенная. Эксперты уверены, в понятие методика входит не только учебный, но и психологический момент. Преодолеть языковой барьер зачастую труднее, чем обрести словарный запас или выучить грамматику. Помочь переступить черту и начать говорить – задача преподавателя. Наша идея такова, что кыргызский язык нужно преподносить как обычный язык, который интересно изучать. Например, английский, да? Мы же просто идем, записываемся, мы его изучаем как обычный язык. Вот. То, что нам это интересно, потому что мы считаем, что нам нужно. Кыргызский – это точно такой же язык. Его интересно изучать, он красивый, он интересный. Если вы посмотрите, например, страничку нашу на Фейсбуке, мы пытаемся, вот, например, песни какие-то интересные находить, выкладывать и просто давать переводы слов. Ненавязчиво, спокойно, не нужно о патриотизме разговаривать, не нужно вот давить на людей. Просто показать, что это интересно, легко, можно научиться. Самое главное в методике – ориентация на результат. И пока целью ставится формальная поддержка государственного языка, школьники будут не изучать язык, а проходить предмет. Лена Нечаева, Азат Антымаков, 5 канал. Вопросы оказания социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны обсудили сегодня на встрече президент Алмазбек Атамбаев и глава Союза ветеранов Тарас Такамбаев. Глава государства подчеркнул, что празднование Дня Победы в Кыргызстане всегда будет отмечаться как всенародный праздник. Мы, нынешнее поколение, в вечном долгу перед ветеранами, подчеркнул Алмазбек Атамбаев. Председатель Союза ветеранов Тарас Такамбаев рассказал главе государства о деятельности организации и поделился планами работы. Также на встрече обсуждались вопросы подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы, который будет отмечаться через год. Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев подписал указ о проведении юбилея Победы. Был создан оргкомитет во главе с премьер-министром и утвержден план мероприятий. Такими событиями запомнился этот понедельник. Информационная служба 5 канала благодарит вас за внимание. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире на 5. Хондроксид не только снимает боль, он лечит суставы при артрозе и остеохондрозе. Трудно скрюченному жить в городе кипучем. Как работать, как дружить, когда очень крючит? Хондроксид не только снимает боль, он лечит суставы при артрозе и остеохондрозе. Если спинка заболит, если скрючит ноги, плечи, есть в аптеках хондроксид. Он суставы лечит.